В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Животный мир является неотъемлемым элементом природной среды и биологического разнообразия Земли, природным ресурсом, важным компонентом биосферы. Во многих регионах России вследствие хищнического истребления природных ресурсов сложилось катастрофическое положение с охраной животных. Сегодня мы поговорим о правилах охоты и об ответственности за их нарушение. Гостья у нас в студии Александра Шибина, исполняющая обязанности якутского природоохранного прокурора республики Саха-Якутия, советник юстиции. Александра Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и прежде всего, каково состояние законности в сфере охраны объектов животного мира от хищнической добычи у нас в республике? Названная сфера правоотношений является особо приоритетной в органах прокуратуры. Ежегодно выявляется свыше 100 нарушений, принимается более 50 актов реагирования. К различным видам ответственности привлечено более 40 лиц. Также следует отметить, что со стороны правоохранительных, контрольно-надзорных органов ежегодно выявляется порядка 1500 нарушений. Устанавливается ущерб, причиненный объектам животного мира, свыше 1,5 миллиона рублей. Возбуждены, расследуется на текущий момент у нас 11 уголовных дел. То есть состояние законности у нас продолжает оставаться напряженным в этой сфере. А в чем основные причины допускаемых нарушений в сфере охоты? Как правило, это незнание законодательства, это неправильное применение установленных норм и требований закона, которые четко регламентируют правила охоты, порядок и особенности применения тех или иных орудий лова и, конечно же, сроки охоты. А какими нормативными актами регулируется охота в стране? Прежде всего, у нас основной источник – это Конституция Российской Федерации, статья 58, которая регламентирует, что охрана объектов окружающей среды является приоритетным. Затем есть у нас федеральный закон номер 209 о сохранении объектов животного мира, который предполагает и определяет основные критерии и условия, определяющие и регламентирующие основные правила поведения в данной сфере правоотношений. То есть четко регламентированы права, обязанности участников этой сферы. Кроме этого, у нас есть правила охоты, которые утверждены приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 2020 года, в которых четко и детально прописаны все необходимые требования для охотников, в какие сроки, каким требованиям, каким способом, какими орудиями лова необходимо использовать для реализации своих прав в сфере охоты. Кроме того, у нас есть методика расчета ущерба, причиненного объектам животного мира, по которому устанавливается размер вреда, причиненный в результате неправомерных действий граждан. А расскажите, какие запреты установлены при осуществлении охоты? Прежде всего, у нас касается 3 критериев запрета. Это сроки, орудия лова и условия добычи, способы добычи. То есть у нас законодательство четко регламентирует порядок проведения этих мероприятий, то есть какие орудия можно использовать. Допустим, у нас запрещены мероприятия по отстрелу вблизи жилищных объектов, то есть вблизи 200-метровой зоны. Также запрещена стрельба вблизи линии электропередач. Если, допустим, какие-то объекты животного мира сидят на линии электропередач, конечно же, стрельба по данным особям запрещена. Также с применением определенных средств, то есть запрещены тепловизоры, световое оборудование, какие-то манки электрические, которые приманивают животных, то есть применение механических транспортных средств запрещено. Также следует отметить, что у нас, допустим, относительно орудий лова тоже запрещены капканы, потом различные метательные, стрелковые оружия, которые используются тоже в нарушении установленных требований. И также критерий у нас охоты – это самое главное – это сроки. То есть основная масса нарушений граждан, которые допускаются, это, как правило, то, что они заходят на территорию особо охраняемых природных объектов. Это у нас особый статус этих территорий, где охота запрещена. Либо
есть определенные территории, участки, которые подлежат особой охране, то есть так называемые объекты тишины, где охота запрещена. И если граждане допускают выход за пределы общераспространенного охотничьего угодья, то, соответственно, это тоже дополнительный состав правонарушения. Кроме этого, сроки охоты у нас постоянно публикуются в средствах массовой информации, на сайтах органов исполнительной власти, в частности, Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства. И когда охотники получают разрешительные документы, то есть в обязательном порядке им вручаются различные памятки, где четко прописываются требования, в какие сроки, в каких территориях и каким способом они могут осуществлять охоту. Вы упомянули запрещенные средства при охоте. А предъявляются ли какие-то требования к оружию и снаряжению охотников? Ну, в частности, вот по стрелковому оружию ограничения по территории и вот сейчас очень модно и распространены тепловизоры, которые снабжены специальным тоже оборудованием по отстрелу. То есть его тоже применять нельзя, и использование механических транспортных средств, взрывчатых и иных веществ, которые оглушают, и дичь становится в обездвиженном состоянии. Как правило, вот такие средства у нас запрещены. А расскажите, все ли современные средства охоты приемлемы при ее осуществлении? У нас средства охоты разрешены, это четко, которые у нас допустимы к применению. Этот спектр у нас определен правилами охоты. Как правило, это общераспространенное огнестрельное оружие, и запрещенные это как раз-таки вот взрывчатые вещества с использованием луков, тепловизоров, опять же, и взрывчатых веществ. Запрещены электроманки и средства, которые обездвиживают животных, то есть так называемые дротики с поражающим веществом, когда особь останавливается на месте и обездвиживается. Ну вот мы сказали о том, что нельзя. Какие документы необходимо иметь охотнику в целях обеспечения законности охоты? Ну, это, как правило, разрешительные документы. Прежде всего должен быть охотничий билет. Если это субъект у нас относится к категории коренных малочисленных народов Севера, то должна быть специальная отметка также в охотничьем билете о том, что ему разрешается право на добычу объектов животного мира на указанной территории. Кроме этого, должны быть документы разрешительные на оружие. И если это особо охраняемая природная территория, то специальная путевка, которая берется в дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий. А есть ли какие-то ограничения по возрасту? Нет никаких, ограничения с 18 лет у нас установлены, то есть когда гражданин получает оружие, соответственно, он и получает право на охоту. И вот мы сказали о том, что необходимо разрешение на оружие, а на остальные средства охоты необходимо ли получать какие-то документы? Нет, для охоты разрешение только это на огнестрельное оружие, и остальные какие-то средства, манки и прочее, ничего не требуется. У нас ограничения касаются только именно вот огнестрельного оружия. А вот что происходит все-таки при выявлении нарушений? Да? Изымаются ли оружие, средства? Да, конечно же, в зависимости от тяжести совершенного правонарушения или преступления, то есть, допустим, на какой территории установлено это нарушение, противоправное действие, от этого будет зависеть примененные последствия. Но, как правило, обязательно накладывается арест на средства охоты, то есть изымаются ружья, транспортные средства, бураны. И впоследствии, когда рассматривается уже либо уголовное дело, либо административный состав, то решается судьба этого имущества. Если это совершено преступление, все-таки уголовно-правовое деяние, то в этом случае эти средства и орудия лова изымаются и конфисковываются в пользу государства. От чего зависит вид применяемой к нарушителям ответственности?
Ну, прежде всего, это тяжесть совершенного деяния и размер ущерба, который допущен. Если размер ущерба, причиненного объектам животного мира, составляет более 40 тысяч рублей, это уже уголовное преступление. Подлежит квалификации это действие по статье 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если менее 40 тысяч размер ущерба, это уже будет административная ответственность, статья 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. То есть у нас главный критерий – это размер ущерба. А как этот размер ущерба рассчитывается? Ну, это вот понятие довольно расплывчатое. Есть специальная методика, которая утверждена Министерством природных ресурсов Российской Федерации, где определяются полувозрастные критерии особи, то есть вид, видовое разнообразие. Если объект отнесен, например, занесен в Красную книгу Российской Федерации или Республики Саха-Якутия, то это уже автоматически образует состав преступления. То есть есть критерии, по которым мы определяем уголовный состав, либо административный. Также, если совершено действие с применением транспортного средства, то это тоже уже механическое транспортное средство, это уже дополнительные отягчающие обстоятельства, которые позволяют квалифицировать данное действие и под уголовно-правовую оценку. Что ж, Александра Валерьевна, спасибо, что пришли к нам в гости и ответили на наши вопросы. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.